Пока члены делегации из различных регионов СКФО готовились к началу заседания, жесткой критикой в адрес пропагандистов западных ценностей выступил известный общественный и политический деятель Джамбулат Умаров. Нападки эти связаны конкретно с тем, что нам навязываются так называемые либеральные западные ценности, от которых мы совершенно далеки. Нам не подходят ценности, связанные с служением сатане. Нам не подходят ценности, связанные с убиением утробных младенцев. Нам не подходят ценности, связанные с полной распущенностью, так сказать, полов. Нам не подходят ценности, которые связаны с отделением детей от родителей и так далее, и так далее. Уже в ходе официальной встречи спикер парламента республики отметил, что в 90-е сотни тысяч мирных жителей Чечни пострадали из-за действий политических авантюристов. И сегодня развитие России возможно только через единство народа. Если мы будем едины, мы устоим перед вызовами 21 века. Примеры Украины, арабской весны. Что хотите, приводите. Сценарии идентичны тому, что вот что происходило сегодня, в прошлом году в Киеве, это было как будто списано сценарий 91 года с Грозненского сценария. Ничего там нового не было. Кто-то поддерживал, кто-то играл на скрипке. Вот так с мелочей начиналось в городе Грозном тоже. Мы шли мимо тех 20, потом 120, которые вышли на центральную площадь и говорили: да, нас не касается, завтра их разгонит власть. Обернулась трагедия. Начали войну у нас, а Бурлаковых закрыли командование западной группой войск, которые списали на нас тысячи танков, самолетов. Все, что они продали в Германии, Венгрии, Польше, Чехословакии, они списали на нас. Как будто это все уничтожено в Первой Чеченской войне. Если бы технику, списанную на войну в Чечне, действительно разместить на территории Чеченской Республики, я всегда говорю, чеченская территория провалилась бы, не выдержала бы тяжести той техники, которая списана на Чеченскую Республику. Встреча депутатов молодежных парламентов СКФО в республике проходит впервые. Главная цель – живое общение молодых людей с активной жизненной позицией. Очень хорошо встречают. Хотелось бы отдельно поблагодарить организаторов столь важного мероприятия для молодежи Северного Кавказа, я считаю. Хотелось бы почаще собираться не только в Чечне, но и в других республиках СКФО. Первую встречу в таком формате здесь решили посвятить молодежной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям, а также стратегии развития молодежного парламентаризма. Сегодня у нас на заседании представлены все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Также участвует наш председатель парламента Чеченской Республики Тухвагал Баштаевич Абдурахманов, видные гости, политические деятели, министр Чеченской Республики по делам молодежи Мурат Султанович Тагиев. И очень интересные доклады, и, что самое важное, делегаты удивлены теми позитивными событиями, которые произошли за кратчайшие сроки нашей республики. Как считают молодые депутаты, сегодня необходимо активно противостоять информационной войне, развязанной Западом, особенно когда это касается искажения исторических фактов. После обсуждения основных вопросов повестки участники заседания решили устроить небольшой перерыв, после которого они примут итоговую резолюцию. Ожидается, что ее главным тезисом станет призыв к консолидации российского общества в это непростое для страны время. Сайхан Цинсаев, Мурад Альбукаев. Новости.